Всем привет! С вами Студия «Два колеса», Сулпан Юлай и Гринка ВСТ. да, всех приветствуем еще раз. Мы встретились в третий раз. Да. И я на самом деле почему-то очень рада, то, что у нас подкаст продолжается, то, что мы вот так вот вдвоем, втроем уютненько собираемся Да. в новой студии, как вы могли заметить. На сегодня такая ламповая атмосфера. И я надеюсь, что мы опять еще раз с тобой очень уютно Поболтаем. поболтаем, да. Ну, как дела? Рассказывай, как прошли эти 2 недели? Нормально. В тот раз я говорила, что я центральную нервную систему написала. Вот результаты пришли, я на 4 закрыла центральную нервную систему. Показушки 4, тесты 4, схемы 4, но теория 3. Ну, в общем, оценка 4, нормально. Вот, так что не идите ко мне. Вот. Имеешь в виду, не идите ко мне как к терапевту, как к врачу? Ладно, шутка, посмотрим, как выйдет. Да. Вот, потом что еще? Практика была, в больнице ездили, в хоспис, 6-ю больницу. Вот, там, короче, анамнез брали, вообще прикольно, как так опрашивать пациентов. Все, поняла. Вот, потом... Анамнез это когда... История болезни. Нет, анамнез это, короче, анамнез, когда ты приходишь к человеку и спрашиваешь у него, какие симптомы, что с ним происходило, что произошло и как он себя чувствует на данный момент. Вот. Как у тебя практики проходят? Я, короче... Можно я тебя перебью? Давай. Просто я знаю, вот у нас Айгуль учится на лечебное дело, да, это терапевт типа. Да. И очень много вопросов, я у нее даже в аккаунте видела, в Инстаграме, типа, все спрашивают, а как ты практику проходишь, а как ты будешь работать, ну, ты же не сможешь там помочь людям, там, что-то сделать. Очень много таких вопросов, поэтому давай раскроем все карты и расскажешь. Давайте мы не будем забегать вперед, не будем там думать, как она там будет работать, но сейчас она, может быть, варианты просто раскидает, да? Но сейчас расскажет, как она проходит практику. Ну, в общем, у нас практика началась с этого года, с января. Мы проходили в хосписе, как бы я со всеми приезжала, мы там, ну, как бы я ходила со своими группашами, допустим, подавала им салфетки, когда там нужно сделать сануход за пациентом. Вот там, допустим, сейчас в 6-й больнице мы проходим практику, допустим, нас отправляют замерить давление или препараты дать, и, короче, всю письменную работу выполняю я, то есть мои группаши меряют давление, температуру, сатурацию, и я все это записываю на листочек, потом мы отдаем медсестре постовой. Вот, также иногда объясняю медсестрам, как там работать в Excel, как там формулы вставлять, как это все работает. Медсестрам, которые уже там и работают. Да. И самое угарное в хосписе, короче, когда я приезжаю, когда медсестры меня видят, такие: Айгуль, быстро сюда к нам идем, типа, вот тут вот в Excel нужно вот это вот сделать, мы понимаем, как это работает, давай нам объясни, пожалуйста. И вот, короче, я всем объясняю, они такие: вау, оказывается, так просто. Да. Вот. Круто. Но в целом, как вот руководство меда моего, они мне говорили, что даже если ты не будешь выполнять какие-то манипуляции, то все равно я хотя бы должна видеть, как это работает, как все это делается, чтобы иметь представление, потому что, допустим, вот даже я хожу со своими группашами, нас одних отправляют к пациенту, и они тупо не знают, что делать. Ну или типа они забыли, может быть, или стесняются, и я типа им руковожу, типа вот сделай вот это, сделай то, туда-сюда, вот. В общем, так примерно. Круто, ну, здорово. Конечно же, я терапевтом работать не пойду, но вообще лечебное дело, оно не подразумевает, что ты обязан пойти работать терапевтом, но, конечно, возможно, это надо, чтобы потом получить баллы в ординатуру, но вообще это образование обычно получают для того, чтобы потом узкоспециализироваться на какого-то специалиста. Вот, допустим, я вот собираюсь в будущем, Алла-Бирха, на психотерапевта пойти. Вот. И
и все. Хорошо, отлично. Сейчас мы знаем, как у нас с Айгулькой проходит практика. Супер. Да. Спасибо. Ага. Ты, получается, в эту неделю проходила практику. Все хорошо. Ну, да, ну как там, 2 дня только. Сестринское дело у нас в хосписе, а именно сама практика уже на 6-й больнице. Угу. Вот. Какие еще дела помимо учебы? Мы с медиацентром ВГМУ снимали доступную среду нашего университета. Вот. Супер, отлично. Вот. У тебя что, как прошло все? У меня то, что учебы нету, все четко. Я активно начала заниматься своим блогом. Еще я снималась для репортажа для канала ЮТВ. Мгм. Ну, там такой коротенький рассказик на полчаса. Мы там проверили доступки. Вот это наш любимый, знаешь, любимый переход, где Социалата Илаева, поняла? Где вниз спускаешься. Переход. Социалата Илаева, вниз к монументу Дружбы. Переход. По Бельскому мосту? Какому? Бельский мост. Да. Мгм. Вот мы с Аней тоже как-то там снимали. И там я же им написала администрации, то, что у вас там лифт не работает. Я написала, после этого мне пришло письмо, что его запустят 30 августа. Я потом подошла после 30 августа, а его на ключ закрыли. Очень прикол. Давай. Короче, в 21 году мы тоже как бы снимали это, и когда доступку проверяли тоже, там, когда остановки проверяли, в общем, мы там зациклились, остановились через управление, как это, короче, называется, городского чего-то там, точно не могу сказать. И вот, и, в общем, там письмо пришло, и там было сказано, что производятся ремонтные работы, типа то, что там электрокабель не провели, и типа его проводят, и через какое-то время его откроют. Это было в каком году? В 21 году. Сейчас 24-й конец. Лифт работает, наверное, мы не знаем, потому что внутри я была один раз, он там не работал, но дверь закрыли. Просто иногда мне удобно с той стороны спускаться и к монументу подъехать, особенно летом, это очень удобный переход, но, к сожалению, он закрыт, так что, надеюсь, к лету, хотя бы следующего года, мы наконец попадем в этот лифт. Вот читай на монументе, который там уже на остановке самой, там же есть вот этот вот серпантин, нормально же? Да, просто соглашусь с тобой полностью, потому что я была в Национальной библиотеке на этой неделе впервые. Там тоже был подъемник, но там подъемник работает, все хорошо, просто там дорогу чинили внизу. Я туда не могла подъехать, и там очень много мужчин вышли и такие. Ну и я сама не влезаю в эти маленькие подъемники. Она такая маленькая, под колясочкой только. Я такая, они такие посмотрели на мои приставки, такая, что-то она у тебя большая, давай мы тебя лучше быстренько туда скинем, короче, через лестницу и подняли. Вот. Лучше, пожалуйста, делайте доступную среду, чтобы все мы были здоровы, да? Здоровее. Вот. Мы говорили насчет того, что я снималась для ЮТВ, проверяли опять-таки этот лифт. Что я еще делала? Была вот в библиотеке, там очень атмосферно. Ты была там когда-нибудь? Да, там очень атмосферно, первый этаж. В основном все хорошо, все супер. Только похолодало. Да. Блин, самое обидное, когда ты вот утром, там минус, допустим, 4 градуса, как капуста одеваешься, все тепло-тепло, потом выходишь в обед, а в обед жарко. Да. И эту одежду некуда деть, просто ты ходишь такой весь потный, все там уже налегке одеты, а ты, блин, как в мороз одет. Да, у меня такое же, я тоже мерзлячка жесткая вообще. Мы сегодня с подругой ушли, она там легко оделась, пальтишко, там кофточка. И я такая, шапку надень, она такая, не надо. Я говорю, надо, холодно. В общем, мы такие мерзлячки. Да. Вот, такие дела. Тема сегодняшнего дня – это этикет общения с людьми с инвалидностью. И Айгуль. Окей, let's go. Поехали. Таким образом, тема сегодняшнего нашего выпуска, подкаста – это этикет общения. Мы, конечно,
Не можно сказать, что вот так вот удобно для всех, или Да. вот так вот говорите точно все, по-другому не делайте, да. Это просто чисто наш взгляд, наше мнение, которое мы никому не навязываем, это Да. вот из нашего опыта исходит. Поэтому мы сейчас поделимся своим скромным маленьким мнением о том, как лучше себя вести, как не стоит вести. Сейчас с вами поделимся. Да. Мгм. Так, я тебе хочу рассказать про такой момент. Это у меня идет еще с давних пор. Например, раньше я всегда каталась, ходила с кем-то, ездила на коляске с кем-то. То есть у меня всегда был сопровождающий. Это друг или мама, или подруга, да, в поликлинику, да, в магазин, куда угодно, где я иду, прихожу по своим делам, да, а мой брат чисто меня сопровождает. И люди обращались не ко мне, а к сопровождающему. Что-то я им говорю здравствуйте, они такие здравствуйте, и я что-то говорю, там, например, в магазине, да, отпадайте что-либо, они такие, на меня не смотрят люди, а смотрят на сопровождающего, что вам именно надо, подскажите. Я говорю, хочу что-то купить, говорите со мной, пожалуйста. Вот такие моменты меня очень, не то чтобы задевали, просто неприятно, как будто бы я не в счет. Это у меня и раньше было, а сейчас то, что я езжу везде одна, и все сразу видят, что я одна, и как бы все окей, и никого не видят, общаются со мной. Просто вот такой вот момент, может быть, это чисто для меня неудобно, дискомфортно. Как для тебя, вот такие моменты для тебя были у тебя? Ну, конечно, такие моменты раздражают, как бы, когда вот мы, допустим, с девочками втроем идем куда-то, в основном везде организатор я, там все бронирую я, там потом плачу я, потом, короче, я там главный босс всегда. Зачинщик. Со всеми договариваюсь, нам маршрут простраиваю, строю, говорю, куда поворачивать, куда идти, туда-сюда. Вот, и как бы, когда приходим, люди обращаются к моим подругам, которые вообще не шарят, Да. что там, когда было запланировано, куда там идти вообще. И типа я подаю знак, что это я была, ну и все нормально. Как бы, да, такие моменты раздражают, но вот я на своей практике, кстати, вот в больнице, типа вот лежит пациент и его сопровождающий, да, и вот в эти моменты непонятно, типа, обращаться к пациенту, то есть способен ли он разговаривать, или сознание у него имеется, то есть в ясном ли он уме, и вот это вот непонятно как раз-таки и создалась, то, что мы обращались больше к сопровождающему, чем нежели к пациенту. Хотя пациент сам говорил, но в основном говорил сопровождающий. И вот эта вот грань непонятная, когда как бы все мы понимаем, что бывают разные случаи, конечно. Да, конечно. Как в этом случае быть, тоже непонятно, просто, скорее всего, человек должен обратиться сначала, допустим, к нам, как бы на равных общаться и с сопровождающим, и с нами, как бы если он понимает, что мы за все отвечаем, как бы если там нам что-то требуется, и общение нужно нам, а не сопровождающим, то есть контакт, не общение, вот, то тогда уже с нами. Ну, со всеми на равных, короче, общаться. Ну, знаешь, в больнице, да, то есть такой спорный момент. Да, В больнице да. ты не знаешь, какой человек, что с ним случилось, да. А вот когда именно ты подходишь, я вот про этот момент, наверное, больше, ты подходишь, говоришь, здравствуйте, я там бронировала вот это, то-то, это, и другой человек отвечает не тебе, а к другим людям. Вот в такие моменты. Хотя разговор начала, как бы ты дала понять, что ты тут как бы организатор, как ты говорила, босс, да, все это дело. Вот я про такие моменты. Да, но вот в этих моментах, типа, я, скорее всего, имела в виду, когда человек подходит и, то есть, к нам подходит разговориться, типа, да, а не когда мы. Вот, и в таких случаях, когда ты сказала, когда уже мы сами идем на контакт, мы сами уже просим, и нас тупо игнорят, ну, блин. Не камильфо. Да. Первый такой этикет, и таким образом, это обращаться непосредственно с человеком, который с вами разговаривает. Да. Да, это вот, неважно, колясочник или
кто-то другой, да, какие-то другие у человека особенности. Если с вами начинает разговор человек на коляске, то, пожалуйста, продолжайте. Если он уже стоит перед вами, говорит «Здравствуйте, добрый вечер», я то значит, это говорит о том, что человек как бы все ок. Да. Вот, такие дела. А еще когда вот общаешься с человеком, я вот на себе заметила один прикольный момент, когда я поступила в универ, как бы один старшекурсник был, знакомый мой, он капец шпала, его там 2 метра, ё-моё, и как бы он всегда, когда со мной разговаривал, он присаживался на корточки. О, обожаю этот момент. Обалдеть, я в этот момент поняла, как это круто, когда человек задумывается о том, что тебе вот так вот наверх смотреть тяжело, и они присаживаются, чтобы быть с тобой на одном уровне. Это так классно вообще. Получается, с тобой до этого так не общались, да? Может быть, общались, но я просто этому как-то внимание не акцентировала. Просто он то, что, наверное, был такой высокий, и из-за этого я чувствовала дискомфорт, и когда он присел, я почувствовала комфорт. Разницу. Да, вот, потому что в основном уже все такого среднего роста, где вот чуть-чуть просто глаза поднять и все. Вот. Да, с тобой я полностью соглашусь, потому что у меня точно такой же момент был. Да. То есть я до этого всегда, как бы не обращала на это внимания, я вот так вот смотрела, и все ок. Потом сама Лавитаем, да, это наша башкирская тусовка. Да. Я увиделась в один день с 3 людьми. Мы заочно, как мы были с ними знакомы в Инстаграме, то есть я на них подписана, они меня тоже как бы знают. И мы в один вечер с ними со всеми втроем отдельно. Вот сначала один подошел поздороваться, потом другой, потом под вечер, под ночь уже другой. И сначала такой один подошел и такой: ой, привет, как дела? И сразу сел на корточки, да, как бы присел. Я такая, вот так вот, уже я не так смотрю, он тоже, кстати, высокий, я уже не вот так вот смотрю, а как бы вот так вот смотрю, я такой: ой, привет, и так круто, а что ты, говорит, присел, что-то я не поняла. Он такой: ну, чтобы с тобой удобно было общаться. Я такая: вау, круто, ладно, окей. Я тогда почувствовала реально разницу, то есть это оказывается так реально классно, когда ты зрительно с человеком на одном уровне, Да, согласись, да. это вообще круто. Я такая, блин, как кайфово, высоким, здоровым людям, да, вот так вот общаться с Да. глазу на глаз, потому что иногда мы вот так вот смотрим, и мне сейчас вот иногда тоже неудобно, особенно когда ты там человека в первый раз здороваешься, это Да. не твой друг, да, в первый раз да. здороваешься, это вот так вот, да. Да. Не видишь, что там наверху Да. происходит, да, какое у человека настроение. Еще вдруг ты вот так вот сидишь, Это Да. второй подбородок, ты так сидишь, Да. Да, вот такие моменты. Таким образом, у нас второе правило этикета – это постараться быть зрительно на одном уровне с человеком, с которым вы общаетесь. Это очень классно. Да. Мы ценим этот момент, так что Да. не стесняйтесь, подходите, сразу присаживайтесь на корточки. И такие люди, На коллеги к нам так просто. на коленке. А я думала, они вот так вот приходят, штаны вот так вот задирают, так, как бы кота вот так вот садятся и такие: ну чё, как дела, да? Ну ладно, так тоже можно, но не По мере против. возможности. Да, Если конечно. у вас нет проблем с коленями, с опорно-двигательным аппаратом, вот спокойно присаживайтесь. Да, здорово, это супер. Да, таким образом, да. Что дальше? Какие у нас еще у тебя есть правила, такие, знаешь, этикета? Давай затронем тему помощи. Короче, как бы я всегда рада за то, что, то есть мне приятно, когда, допустим, ты стоишь около лестницы, просто там кого-то ждешь, к тебе подходит человек и спрашивает, нужна ли помощь. Вот, как бы это вообще на сердце бальзам, как бы приятно, но иногда бывают такие случаи, вот со мной вот на этой неделе водитель не вышел, короче, и мужики такие говорят, типа, давайте мы вас поднимем. Я говорю, нет, сейчас водитель должен выйти, мне открыть пандус. Водитель не выходит, они такие, давайте вас затащим. Я такая говорю, нет, надо пандус открыть. Они такие, нет, давайте. И, короче, уже не дожидаясь моего разрешения, что меня нужно поднять,
они уже, короче, берут за подножки, а у меня подножки, они всегда вылетают, когда их Вот это, да? Да. А у меня, типа, подножки, у них, типа, провода вот здесь, вот то, что вот подножки поднимаются через пульт. Если их выдернуть, то могут и провода порваться, короче. Вот такая проблема. Да, И вот эти поняла. подставки тоже фиг вставишь обратно. И вот, короче, люди, вот как вот всегда, они подходят, и то, что им первое видится на глаза, это подставки. Если пень, они берут всегда за подставки. Вот, то есть я уже там сначала спокойно с ними разговаривала, потом уже начала орать. Говорю, хватит, остановитесь, пожалуйста, у меня коляска тяжелая. Сейчас у меня конструкция коляски повредится, может, если вы начнете поднимать. В итоге я им говорю, типа, вот откройте пандус, просто подтолкните меня сзади, и все. Вот, то есть люди хотят быстрее помочь, но при этом они могут навредить, да. Как бы вот питерские тоже, короче, Руслан же есть, Да. Adventure Руслан, потом еще вторая девушка, она паралимпийка. А который в баскетбол играет? Да, который баскетбол. Ага. Вроде кто-то из них рассказывал, что, короче, типа за колесо потянули, у них колесо вылетело. Вот. Ну, вроде они это рассказывали. И вот, и, короче, в таких ситуациях надо сначала дождаться инструкции от самого колясочника. Потому что коляски бывают разные. У кого-то можно поднять за подножки, у кого-то нельзя, как в моем случае. Вот, у Сулпана вообще, блин, приставка. Вот фиг знает, как вообще эту приставку поднимает. Вдруг там поднимешь, и приставка вылетит к чертям собачьим. И типа, если приставку поднимет, то Сулпан вот так вниз грохнется. Да. Вот, короче... Такое спасибо. Спасибо за помощь, блин. Вот, в таких ситуациях как бы подходите, спрашиваете, чем помочь, как помочь именно, и все. Да, У тебя конечно. что было? У меня таких ситуаций, ну, меня, скажу, что легко поднять, ну, не то, что легко, возможно, для меня легко, да, в моей голове я там выгляжу пушинкой, а люди такие, господи, она весит что, 1 тонна, что ли? Коляска моя, она достаточно подъемная, вроде, я всегда тоже так же. Сначала дожидаюсь, пока водитель выйдет, не выйдет, смотрю, если мы еще в первом выпуске про это говорили, если я вижу, что как бы водитель не настроен выходить, да, с автобуса, я такая, ну окей, давайте тогда, ну, мужчин прошу, чтобы они меня быстренько подняли и затолкнули. Я всегда говорю, вот берите сзади за ручки, и здесь у меня вот такая штучка другая есть, я говорю, вот здесь вот беритесь, они такие, все, окей, мы тебя поняли. И всегда так и происходит. Просто иногда вот некоторые же девушки, ну, некоторые люди на колясках, они не могут держать спину, да? И чуть их наклонить, они могут то вперед упасть, то на бок, да? То есть очень много разных ситуаций, и нужно действовать, конечно, очень как-то осторожно, потому что, как я уже говорила, разные ситуации бывают. Вы, конечно, мы понимаем всей душой, что вы хотите помочь, но бывает так, что случайно можете и навредить. Мы, честно, мы любим, когда помогают, обожаем, очень благодарны, но будьте, пожалуйста, осторожны и прислушивайтесь к людям, которые сидят на коляске, чтобы не было таких грустных ситуаций, грустных историй. Да. Просто разные ситуации бывают. Еще раз, а ты сейчас нам напишешь в комментариях или там эти кинут, типа, хейт, вам помогать, поможешь тоже плохо, не поможешь, потом будут говорить, что не помогли. Да. Нет, мы всегда рады, открыты и благодарны, просто, пожалуйста, будьте осторожны. Да. У каждого своя ситуация. Вот у Айгуль это проблема как бы с коляской, да, что может ее коляску сломать чутка. А коляска это наши ноги, получается. Блин, знаешь, самое страшное, когда начинают... Типа, у меня выступающая часть еще пульт. Да, они берут за пульт, и я такая, Нет! подождите! Или знаешь, типа вот так вот берут его полностью и Да, типа нажимают на кнопочки вот так вот. И типа, и у меня коляска не едет, короче, она вырубается. Я думаю, блин, ребята! Да, вот. Да. Короче, у меня была ситуация, мы с мамой раньше ходили в бассейн,
у нас Демский. И вот там первое время не было доступной среды. И, короче, там, ну, где-то, 5 лесенок, допустим, да. А мы обычно дожидались мужчин, тренеров, чтобы они выходили, помогали. Но в этот день мы с мамой что-то спешили, и особо никого не было из мужчин. И мама решила меня одна спустить. А тогда у меня была обычная коляска, короче, типа, ну ты же знаешь, типа наклоняет и задними колесами спускает. И что-то мама до этого меня спокойно так спускала, и в этот день, короче, у мамы зацепилась нога. Я, короче, вперед, блин, полетела лицом об асфальт. Ё-моё, короче, меня поднимает там, мне настолько было... Это А? тебе было пофиг опять? Да, мне настолько было пофигу, типа, там все бегают, там мама в шоке, типа, там медсестра выбежала, такая, что делать? Вот. Она умерла или что? Реально, я просто сижу такая, ну ладно, что? А потом мама там сфоткала, у меня там губа опухшая, блин, зуб на нерве висит. Это капец, Это короче. было на простой коляске, да? Да. Да. Я сейчас тогда, окей, тоже расскажу свою историю, да? У нас, походу, падать лицом об землю, об асфальт, это уже не отнять, да? У меня примерно такая же ситуация была. Мы с сестрой выходили из дома в деревне, я тоже была на этой синей старенькой коляске. И что-то она не то сделала, у меня передние колеса застряли. Я вот так вот выпала просто с коляски, а там лежал камень. Там же в деревне камни, большие, огромные камни. И я вот так вот, знаешь, стерлась об асфальт лицом, короче, вот с этой стороной, что ли, я помню, насколько я помню. У меня потом сестра такая начала чуть ли не плачет, короче, прости меня, пожалуйста. Реально, для меня важнее где-то так, я потом встану, значит, ничего страшного, окей. Да. Как говорил мой батя, ниже земли никуда не упадешь. Да, кстати, интересная цитата. Да, Очень просто интересно. типа, как бы, я не знаю, как здоровым людям, когда они падают, как бы, ну типа, ну встал и все. Да. А для меня упасть это капец как страшно, потому что я не знаю, как поведет мой организм себя при падении. Типа, ужас. А как может такая давай-ка? Мне просто интересно стало, что имеешь в виду? Не, ну как типа, поведёт? знаешь, у меня вот это вот чувство, когда я в стол врезалась, типа, когда башка ударилась, и вот это вот немножко сотрясение происходит, это вообще жуткая вещь, и, ну, короче, непонятно. То есть то, что еще наш организм, он как бы у людей это мышцы держит, там связки, у них как бы, то есть тонус идет, и за счет этого тонуса какая-то такая небольшая защита идет. Вот, а то, что у нас этого нету, фиг знает, что может произойти. Да, я с тобой, я тебя поняла. Просто смотри, когда люди же падают, они могут как-то лицо защитить, там рукой опереться, да? А я тоже в том году, ровно год назад упала, я не знаю, каким боком, я не знаю, как, я забыла, когда пересаживалась коляска на диван, забыла на тормоза поставить коляску. У меня, короче, коляска одна сторона улетела, и я в пол прямо челюстью вот так вот, скдыш, короче, со всей силой, да, своего тела, тяжести своего тела, все вспомнила, да. И упала, я лежала на полу, я такая думаю, так, у меня сейчас либо челюсть сломана, либо я сейчас потеряю сознание, короче. Вот такой момент, да, люди, они здоровые люди, имеется в виду, они успевают какую-то реакцию дать. Да. А мы то, что вот Пока руку поднимем, да, там 5 лет пройдет. Да. Так и есть, я даже там палец подниму, реально уже год пролетит, а я такая, мой палец в пути, да. У меня, короче, была такая странная ситуация. Короче, я тогда еще и на старой коляске ездила, то есть у меня там сзади были антиопрокидыватели. Да. То есть, короче, когда я там, допустим, заезжала, у меня на эти антиопрокидыватели вставала коляска, и я типа обратно типа вот спускалась. А это еще было зимой. Короче, водитель вышел, он даже не вышел,
он снутри открыл пандус, и типа снутри автобуса стоял. Ага, все, поняла. Я заезжаю, короче, и типа просто на автомате, зная то, что у меня коляска сзади есть защита, я как бы, ну, особо не напрягалась, не напрягалась, что типа вот у меня коляска может опрокинуться. Заезжаю, короче, коляска у меня опрокидывается, я думаю, ну все, сейчас нормально будет, как бы защитит, да. А я понимаю, что он нажал, ну, как бы опора пошла на вот эти вот антиопрокидыватели, а коляска пошла дальше. Офигеть. И я в этот момент думаю, сейчас вот, типа, вот, что сейчас будет? Типа, вот я вот упаду, да, я вот башкой об землю, да, типа, вот сломаю себе позвоночник, и что потом сдохну, вообще класс. Вот, слава богу, у меня коляска, она не назад пошла, а вот немножко назад и в бок, короче. Я чисто боком вот так упала, и все. Упала. А вообще водителю пофигу было, прикинь. Меня вообще Серьезно? поднимали какие-то женщины, мужчины. У меня там еще была белая куртка, я там должна была на съемки поехать. Я думаю, все, ну пипец, все, там вся грязная, приеду сейчас. Ладно, хоть все нормально произошло. Вот где этот водитель, сейчас я не знаю, конечно. Жалобу написала? Нет. Я потому что спешила, мне стало пофигу как-то. Думаю. Ну, я просто Как для тебя меня... поднимали, да? Да, Как тебя поднимали? Ты прям с коляской выпила или с коляской с чуть-чуть? коляской упала. С коляской Да, упала. и типа мою вот эту вот тяжелую махину вот так вот с земли сбоку вот так вот подняли и потом помогли А водитель заехать. просто стоял и смотрел. Да, прикинь. Он просто посмотрел, как меня поднимают, как затаскивают, потом просто закрыл Я пандус бы и не пошел. смогла это так просто забыть, честно. Просто Ну, типа, блин, ну, для меня это урок. Для меня это урок то, что я могла его попросить. поддержать. Да, то есть после этого урока я поняла, что, блин, надо задуматься о том, что вот на таких уклонах, склонах есть опасности, нужно всегда просить о помощи. Вот. Ну, Жестко, это да, жестко. да. Не знаю, я бы не смогла бы даже поехать на съемки, как-то взяла себя в руки, я не знаю. У меня было такое, что когда мы же заезжаем, вот у нас есть там в автобусе есть место для инвалидов. Ты туда встаешь, как я поняла, как это сказать, на место стоишь и тормозишь. А я туда не влезаю. Если я туда встану прямо, как этот поперек называется, если вот так вот встать, а не вот так. Этот поперек или вот этот То поперек? есть в длину автобуса? Да, я не могу в длину встать. Если я встану в длину автобуса, я не смогу потом выйти, потому что у меня и коляска, и приставка, мне нужно много места, чтобы развернуться потом, при выходе выйти. И я встаю, я первое время, когда вообще начала ездить на автобусе на работу, я вот так вот поперек, да, стояла. Один раз водитель, мы едем, я встаю поперек. Я тогда не знала всю физику, наверное, я, короче, всю физику не училась в школе, не знаю, где я там была, летала в своем мирке где-то, но и водитель резко затормозил, что-то там перекрестки, и я со всей коляской вот так вот, короче, внутри автобуса, я такая, блин, что-то там крикнула, меня кто-то сзади вот так вот схватил, и я вот так вот, короче, сидела, у меня такой, я дышать забыла, как это просто, насколько это было страшно, прикинь, внутри автобуса ты упадешь. Да. Это было трэш. А там тебя никто, блин, в движении подняться обратно не вот может, так вот блин. чисто будешь кататься по автобусу туда-сюда, короче. Как бутылка в автобусе, как бутылка в машине же катается по салону, блин, на полу. Да, для меня это стало уроком. Сейчас я всегда прошу людей отойти, типа, отойдите, пожалуйста, вот это мое место, я туда должна пройти. И я хотя бы доезжаю до места и держусь за поручни. Вот, так что все это опыт. Нет, это было очень смешно. А мы сами неэтичные, блин. Самые неэтичные. Неэтичные, блин. Неэтичные. Мы сами неэтичные всех сбиваем, блин, ПДД нарушаем. Да, если это посмотрит сотрудники ДПС, то нас, наверное, оштрафуют. Если видите колясочники, убегайте. Да, лучше отходите, да. На другую сторону улицы. Да, такие смешные моменты. Окей, давай еще дальше. Насчет этикета. Очень взгляды. Окей, взгляды нормально. Как ты думаешь, для тебя нормальный взгляд?
Что, типа, прохожие смотрят? Смотрят, да. Ну, как бы, когда я только пересела на коляску, мне было стрёмно. Ну, конечно. Меня задевало, когда, типа, там вот мамы с ребенком идут, и ребенок такой: о, смотри, инвалид, и мать бьет по руке, Да. такая: молчи. Нельзя говорить, Да, и типа, как бы потом я уже поняла, что как бы ребенок интересуется, Да. нормально, и как бы тут еще с двух сторон зависит, как отреагирует сам колясочник и как отреагирует там мамочка с ребенком, потому что, ну, в таких ситуациях, если типа ты не спешишь, в принципе, то можно остановиться, ребенку объяснить там, ну, типа, вот такие вот люди бывают, что вот и вот так на колясках ездят туда-сюда, вот, и как бы сейчас вот, когда вот за группашами идем, ну, вот это было на первом курсе, они мне постоянно говорят, что они считали, сколько взглядов Да, на да, меня да, было. да. И типа они говорят: а я говорю, смотри, там на тебя столько людей посмотрело, а в этот, ну, как бы уже к моему возрасту мне стало настолько все равно, как бы я говорю, ну, и ладно, и чё, пофиг. Как бы, допустим, это то же самое, если ты встретишь какого-нибудь человека, у которого будет, допустим, у рокера, как вот эта вот прическа называется, вот этот вот ежик. А рок-н-ролльный? Ну, Да, вот такой да. вот ежик, Мгм, короче. мгм. То же самое, если такого рок-н-ролльчика встретить, и, конечно, у человека будет интерес, но вот реально, типа, когда видишь человека с интересной внешностью, любопытно его рассмотреть. Мы тоже смотрим, сами Да, смотрим. да, вот, и как бы тут тоже от опыта зависит. То есть это через этот этап каждый колясочник, каждый человек, у которого проблемы с опорно-двигательным аппаратом, да и вообще, кто одевается неординарно, и вообще такая индивидуальная, прикольная личность, то есть они должны как бы пройти этот этап, пообичеваться, то, что на них все смотрят, и потом просто забить на это огромный болт. Да. Вот. У меня точно такая же ситуация была, когда я только села. А я села в таком уже странном возрасте, в 20 где-то, да. И очень трудно было. Я прям не могла. Я каждый раз иногда бывала домой и приходила, плакала из-за взглядов. Потому что, ну, вот так вот я проходила вот этот этап очень болезненно. То есть для меня, даже когда я не могла, ну, даже когда я ходила, но не так, как все, да, когда на меня смотрели, показывали пальцем, я просто так даже на месте уже плакала. У меня вот так вот слезы, нельзя было как-то остановить. И потом, потом я как-то реально, уже когда ты выходишь каждый день, все приходит с опытом, все вот так вот как-то систематично, ты уже начинаешь реально привыкать и не обращать на это. Ну да, смотрят, да, иногда тяжело. Сейчас даже когда у меня какой-то такой стрессовый день, я начинаю на это обращать и еще больше в себе это как бы копать, да, загоняться. А если у меня хорошее настроение, в ушах отличная музыка, да, я иду по городу, вся такая, мне все равно абсолютно. Когда некоторые девушки, подруги новые, да, которые только со мной подружились, и мы там гуляем где-то, и все такие: а что люди на нас так смотрят? Посмотри, как он на нас посмотрел, он до сих пор смотрит. Вот такие вот моменты очень много. Я такая: да ладно, что-то забей. Я насчет детей, у меня же вот такая коляска и приставка, и дети такие: мама, это что за самокат? Я тоже хочу такую. Или что-то: это что, велосипед? Смотри, да, дети не понимают. Я такая: да, детка, да. Да. Прикольные моменты. Насчет детей я вообще не особо волнуюсь, просто меня четко, когда вот дети показывают пальцами, говорят: мама, это типа инвалид, а что такое, почему она на коляске? И некоторые родители так и делают, что бьют по рукам и говорят: нельзя так говорить, нельзя. Можно, если вы хотите. Ко мне, кстати, один раз подошли люди и такие: вот нас сын интересуется, можно с вами пообщаться? Для меня это было вау, я такая: да, конечно, давайте я с ним пообщаюсь, давайте. Ну, я ему объяснила, что меня укусил медведь, когда я не слушалась маму, меня укусил медведь, и я теперь не хожу. Ну, это через юмор. Я, конечно, объяснила, что я просто не могу ходить, что вот бывают такие люди, что-то все окей. И эта мама меня очень невероятно удивила. Так что
если есть такие моменты, если у вас есть время, да, можете подойти, и чтобы сын сам познакомился, понял, что есть разные люди, дети. Да. Это очень хорошо. И вот на этом, кстати, самом моменте, вот эта вот ключевая точка, когда ребенок узнает о таких людях, то, что он понимает, что с людьми на колясках можно общаться, Да, он не наравне. будет их бояться, типа не будет стесняться и вообще. Не будет смотреть Да, на улице, да. не будет пальцем Да, показывать, реально, а да. будет говорить, что да, я видела такого-то человека, Да, это да. себя нормально. А Ну, тут еще у него травма останется, блин, мама накричала. да, значит, нельзя говорить о А таких потом будет людях. хейтить инвалидов, типа, вот из-за вас меня мама побила. Да, за ручки била. Поэтому я тоже считаю, мы с тобой про это говорили, что с Да. детства нужно воспитывать вот это вот разнообразие нашего мира, Да. о том, что есть разные люди, и это вообще очень круто, Да. очень здорово. Да. У меня, короче, есть племяшки, подруги, они сейчас, им по 8, по 5 лет, они невероятные, они просто вау, мы с детства, они такие, а можно я такая, для них инвалидность это не что-то запрещенное. Да. Для них абсолютно нормально. Они видят коляску, где-то увидят, они скажут, о, смотри, мама, как у Султана Пайки, что-то в этом роде. И это абсолютно вот здоровое такое, то, что у них вот я есть знаком, в кругу, да, знакомых, Да. и они вот вырастают вот таким обширным кругозором, и то, что можно говорить, они надо мной и шутят, и коляску мою угоняют, и мечтают, что я когда-нибудь куплю огромную такую коляску, которая будет сама ездить. Они мне даже говорят, знаешь, типа, на Новый год они загадывают желание, кто-то загадывает на новую коляску, один из них, а другой загадывает, чтобы Султан Атай начала ходить, короче. Я такая думаю, уж там разберитесь, выберите что-нибудь, чтобы я начала как раз ходить, или новую коляску, так Мне не кажется, пойдет. они потом разочаруются в Деде Морозе, Да. то, что ты не встал, он такие, блин, Дед Мороз, тебя нет, все, в тебя не верю. Да, Султан Атай так и не пошла, да, так и сидит, блин, ленивая. Да. Это на самом деле вообще прикольно, типа, вот у меня тоже двоюродные племяшки, типа, тоже с детства они со мной общаются, ну, вот с момента их рождения, вот так вот, и как бы они приезжают, и они не стесняются меня. То есть, допустим, Да. вот незнакомые дети придут, они стесняются, а эти меня не стесняются, там, ко мне на коленки просятся, типа, сесть там, поиграть, что-то. Они прям сами ко мне липнут. Да. И вот сейчас даже по животным, вот по животным животным? даже. Типа вот у нас Симба, кот мой, типа другие кошки, они шугаются. Вот, даже если это домашние кошки. Вот, а мой Симба, он уже привык ко мне. Типа, он привык к моим колесам, он знает, что я не могу его поднять. Задавить. И типа, он уже сам инстинктивно, короче, когда я подъезжаю домой, я типа снимаю наушники, убираю в сумку, он приходит ко мне сюда, сидит, короче, ждет, пока я соберусь. А потом я, короче, открываю дверь, он заходит через эту дверь, я, короче, задом заезжаю, чтобы дверь закрыть, и он сразу идет в бок, садится и ждет меня. Я думаю, Что вот, за с милота? самого детства он уже знает об этом, как бы он не боится. Вот. Даже животные, да. Да. Типа вот у моей сестры даже 2 кота есть. Ну, это просто история такая милая, раз пошла Да-да-да. на то суть. Ну, короче, когда моя сестра с ее мужем пересаживают на диван, чтобы я там легла спать, а коляска моя рядом стоит. И, короче, эти 2 кота друг с другом дерутся, короче, кто из них будет спать на моей коляске. Да. Вау. Даже иногда они вместе ложатся вот здесь и спят, короче. Очень Милота. милота. У меня вот эти племяшки так делают. Они дерутся за мою коляску. Султан Атай, разреши, пожалуйста, если я там скажу это прокататься, другая обидится. Короче, я такая, давайте сначала ты, потом ты. Короче, у них очередь, они очень... Или катайте, говорю, друг друга. Они реально катают друг друга вообще. Так что это очень мило, очень здорово. Да. Ну вот еще мои одноклассники, типа вот тоже считаю, они как бы, ну с какого там, со школьного, дошкольного времени знают то, что как бы есть такие люди, и они как-то привыкли и к другим инвалидам тоже спокойно относятся. Вот. Да, да. А еще мы главный пример подаем. Короче, один раз я такую вещь услышала, типа
Я заезжала в автобус, водитель вышел, открыл мне пандус, я слышу сзади, там парочка такая говорит: офигеть, типа, что на автобусе инвалиды могут ездить, что ли? Типа, вот так вот открывается, что ли? Он такой: я могу же своего там отца или маму там куда-то свозить. Я такая думаю: офигеть. Вот такой вот мы еще вот Пример, просвещаем да, людей, да, что да. колясочники могут передвигаться Да. по городу Мне спокойно. очень много вопросов задают о том, что а как ты едешь на автобусах? Да. А как ты туда заезжаешь? А как вообще у них что, есть пандус? То есть, да, я всегда говорю, даже некоторые даже очень много, у меня тоже длинные волосы, все такие типа, а кто их расчесывает, кто их моет? Ну, то есть вот таких вот моментов очень много. Если мы сейчас сядем, перечислим все это, Да. это все, конечно, займет очень долгое время. Поэтому, как обычно, если у вас будут вопросы, пишите к нам. Я надеюсь, что вы тоже что-то берете от наших бесед. Да. И главное, чтобы мы были кому-то чем-то полезны. Это наш главный посыл, чтобы быть полезными и чтобы не было этих глупых предрассудков. Да. Потому что это загоняет нас в рамки. Давайте жить без рамок. Да. Их у нас и так много. И жить в такой большой дружной семье. Да. Тут нужно включить песни из «Форсажа». Да. И развернуться. Да. Давай это сделаем, если у нас будет... Я, конечно, не хочу, чтобы наши подкасты пока заканчивались, пока они даже не начинались, но вдруг, если будет самый конец, мы так и сделаем, хорошо? Тогда там музыка, мы вот так вот камера в середине стоит, я такая ухожу туда, ты уходишь туда. Но я надеюсь, это будет очень не скоро. Через лет 50? Да, давай. У тебя такие старушки. У тебя там дети бегают, кошка, да, за тобой пошла. Да, дай бог, так и будет, все хорошо. Да. Ну, у нас время идет, давайте Завершаем. да, завершаем и скажем насчет донатов. Да, Айгуль всегда говорит про донаты, давай говори про традицию, про донаты. Вот там внизу там будет ссылочка или наверху, не знаю, где, или в описании, где будет ссылка на донаты. Сейчас то, что у нас выпуск не выходит, и пока никто не узнал о донатах, у нас донатов нет, и мы из своей пенсии там где-то там не покушаем один день, Да. ладно, да, типа закупаем, ну это Сулпан, конечно, 100 делает, да, Сулпан за все платит, вот, и как бы вот донатики нужны, чтобы было качество, чтобы был Да, качественный мы контент. хотим... Спасибо, Айгуль, ты очень мне помогаешь в этом. Мы хотим очень... Вот я смотрю Соколова, наверное, не смотришь Соколова, имя не помню, Николай Соколов, вроде у него очень крутой подкаст в Ютубе. Они там сидят на столах и обсуждают, я каждый раз их слушаю и каждый раз восхищаюсь качеством звука. Там такие микрофоны, такое качество. Я говорю, блин, вот бы в нашем подкасте такое же качество, 2 камеры, было бы очень круто. Знаешь, мы вот так будем сидеть сейчас. Все, когда у нас микрофон, допустим, это микрофон, мы такие: алло. Почему? Ну, типа, потому что микрофон появился, мы, типа, не знаем, как с ним общаться. Все, Типа, как дети, типа, поняла, да. алло, здравствуйте, Алло. Асмр. Да. Асмр колясочника, да? АСМР, Да. Так что будем вместе развиваться и ломать стереотипы. Ну что, Да. Айгуль, есть что сказать? Говори, давай. Все. Все. Концерт тамам. Концерт тамам. Коротко и ясно. Да. Спасибо, что были с нами. Пока-пока. Окей, да. Я тебя отпускаю. Все, давай разъезжаемся в две стороны. Больше серии не будет. Ладно, шучу я. Я не отстану от тебя.